Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы, записи. Ну и поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политолог, керівний партнер національної антикризової групи Тарас Загородний. Витаю вас, пане Тараса. Да, добрый день. Я наш эфир предлагаю начать со следующей новостей. Как известно, в Украине прошел саммит Украина-ЕС. Украина ожидает от ЕС европейской перспективы и смелости от руководства Европейского Союза и его стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросоюза Шарлем Мишелем. Вот его цитата. Я сказав керівникам ЄС, що мені як лідеру суспільства і країни не вистачає цього розуміння. Уже вирішили, що ми йдемо цим шляхом. Але де той фініш і чи він є? Дуже чекаємо від керівництва ЄС і країн-членів сміливості та далекоглядності, чіткого сигналу в баченні України невіддільною складовою європейського простору. По итогам саммита Украина-ЕС был опубликован итоговый документ, итоговое заявление. Давайте послушаем основные тезисы этого заявления. Київ і Брюссель підтверджують незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС на основі угоди про асоціацію та передбаченої нею поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, як це закріплено в угоді про асоціацію. Саме її ефективна імплементація має привести до подальшої поступової економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Брюссель відзначив значний прогрес, досягнутий Україною в процесі реформування. Київ погодився з необхідністю подальшого посилення цих зусиль. Серед реформ, на яких акцентує ЄС, історичне відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, всебічне та послідовне впровадження судової реформи, що залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та її майбутнього успіху, відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна. ЄС закликає Україну до подальших зусиль задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів, у тому числі шляхом деполітизованого процесу добору на керівні посади. Водночас ЄС привітав зусилля України, її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів, деолігархізація, у тому числі шляхом прийняття відповідного закону. Україна та ЄС рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. ЄС не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму, посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, а також проведення виборів до Державної думи Російської Федерації. Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. ЄС вітає започаткування Кримської платформи, а також підтримує реалізацію положень її спільної декларації. Пане Тарасе, на ваш взгляд, саммит Украина-ЕС прошел успешно? Ну, смотрите, знаете, я, конечно, читал эти красивые слова, все хорошо написано, знаете, как говорил великий дипломат Толеран, язык дан дипломату для того, чтобы прятать настоящие намерения. Да, все это хорошо рассказано. Так, и что вы прочитали между строк? Я хотел бы конкретики все-таки от наших уважаемых европейских партнеров. Например, первый вопрос по газу. Так вы у нас забираете транзит, да, что вы будете делать? Наказывать вы Российскую Федерацию сейчас будете или нет? Потому что вы обещали, например, американцам, что когда русские будут использовать газ в качестве энергетического оружия, вы будете предпринимать санкции
или давить на них. Что-то я не вижу никаких санкций. Да, то есть мы видим такой, знаете, красивый междусобойчик, когда вопрос с Северным потоком, это раз, это в первую очередь бьет по нашей безопасности. Да? Просто непонятно, кто решает, что является политическим оружием, а что вот нет. Вы правильный вопрос задали. То есть, знаете, вот эти все красивые расплывчатые фразы, которые вот умеют красиво нам рассказывают наши уважаемые европейские партнеры, там без конкретики и без этого, по многим вопросам. Относительно зоны свободной торговли у меня тоже есть много вопросов. Да, имеют ли равноценный доступ, например, к тендерам в Европейском Союзе украинские производители, такой же доступ, как имеют европейские производители? Нет, они не имеют. Да, украинские производители не могут принимать участие, получать тендера без требования так называемой локализации производства. То есть, если, условно говоря, вы приходите в европейскую страну, вам первый вопрос: ты производство тут будешь открывать или не будешь? Если не будешь, то до свидания. То есть там это невозможно, а у нас они это нам запрещают это делать. Тут там закон про локализацию производства, например, они категорически против, потому что, как бы, я считаю, это неравноценные отношения, это не партнерские отношения. Или требования, например, снятия мораторий на экспорт леса-кругляка в Европу. То есть давайте нам сырье, ваших рабочую силу, а мы там это называем зоной свободной торговли. Это не зона свободной торговли. Это, знаете, как бы тут форма не соответствует содержанию. Да? Соответственно, ну, как бы так. Я вижу, что Украина начинает все-таки отстаивать, в первую очередь, свои национальные интересы в экономической сфере. По крайней мере, уже разговоры уже идут очень упорно. Поэтому, ну, приехали, поговорили. Ну, в очередной раз заявили о том, что они против репрессий на Крымском полуострове. И, знаете, риторический украинский вопрос. И что? И что? Вы арестовываете счета, там, да, вы усиливаете санкции, например, против Российской Федерации на поведение на оккупированной территории. Вы наказываете Российскую Федерацию за нарушение Женевской конвенции 1949 года, где четко написано, что такое оккупированная территория, какие принципы там есть. Запрет на призыв в армию, например, замещение населения. Там же происходит в полный рост. Там, да? То есть, и что? Вот и что? Знаете, я хотел бы увидеть уже от европейцев, особенно от европейцев, хотя я от них особо ничего не ожидаю. Думаю, что уровень проникновения российского влияния на Европейский Союз достаточно высокий. И как бы вот эти все вот разговоры, знаете, ну, саммит такой, знаете, договорились договариваться, о чем непонятно. Ну а ведь с другой стороны, когда мы ждем от наших западных партнеров каких-то более активных или даже более радикальных действий в отношении России, мы ждем какой-то конкретики относительно вступления Украины в Европейский Союз, разве мы со своей стороны не должны показывать пример и показывать свою готовность на фоне реформирования, к примеру, ряда секторов, на которых у нас прослеживается определенная стагнация? Это антикоррупционная реформа, это корпоративная реформа, судебная реформа. Смотрите. То есть от нас же тоже ждут, Ну, правильно? давайте от по активных пунктам. действий. Да, что значит нету у нас реформ антикоррупционного? Антикоррупционные структуры, созданные при поддержке, в том числе наших иностранных посольств, не работают. Но руководителя САП все еще нет. Подождите, у нас Сытник живет и процветает, там, да, результатов ноль. Даже по тем вопросам, которые уже были. Я бы уже вообще провел аудит того, что понаделывали, и потому что претензии к Украине в данном случае, я считаю, необоснованными. Что значит, вы контролируете, и вы создали же Высший антикоррупционный суд с международными экспертами, все же красиво. Это поступает господин Сытник, ему уже не нравится Высший антикоррупционный суд. Кто тут виноват? Вот у меня, знаете, украинцы тоже должны уметь задавать вопросы. Там, да? Или, например, по корпоративному управлению. Хорошо написано, хорошо сказано. Извините, была эта наглядова рада нефтегаза, провалена
все провалено, все, что возможно. Провалена внутренняя добыча. Сейчас из-за этого у нас проблема. Если бы у нас, согласно ихним планам, которые они красиво нам расписывали, знаете, 5 лет назад, у нас уже должно быть 20 Кстати, миллиардов. об этом говорит только Ветренко. Ветренко, я говорю об этом тоже. А Ветренко как будто бы ни при чем, да, как будто он не работал в нефтегазе, как будто он ничего не делал. То есть у меня вопрос, как выписывались премии, там, да, извините, тоже в этом корпоративном так называемом, какую ответственность несут эти лица, которые там присутствовали, а никакой ответственности. Поэтому, знаете, мы тоже должны отстаивать свои национальные интересы и уметь говорить, тоже уметь задавать вопросы. Относительно там реформирования и так далее, так я вам скажу, вот по экономическим особенно показателям, де-факто мы и так активно датируем Европейский Союз. Там, да, от нас требуют сырье, от нас требуют, не требуют де-факто, рабочие силы уезжают за рубеж. Так, извините, мы и так за это платим, да, а конкретики мы не видим, европейских так называемых перспектив. Например, как госпожа Меркель, которая ушла в отставку, как показательная разница, там, да, вот даже в лексике, когда она приезжала на Балканы, знаете, что она сказала относительно Сербии, Македонии и так далее? Да. Для Европейского Союза стратегический интерес о принятии этих стран в Европейский Союз. Вы что-то слышали в отношении этого? Украины с конкретными шагами. Вы думаете, что все же вопрос принятия Украины в Европейский Союз и даже в Североатлантический альянс, если мы говорим о Македонии в том числе, это политические вопросы и решения? Конечно, политика. Везде политика. Вы думаете, когда нам говорят, что мы такая коррумпированная страна, аж знаете, что так страшно? То есть, извините меня, есть такая страна Албания. Знаете, что она член НАТО? Да. Вы думаете, что там какие-то что-то получше с коррупцией? У меня большие сомнения. Или Болгария, член ЕС, НАТО. Ничего там не мешало их принять. А Румыния, извините, тоже не намного лучше ситуации. Тоже принята. Это политика, мы должны это понимать. По НАТО я вообще не верю. К сожалению, пока у нас не решен вопрос с целостностью наших границ. К сожалению, говорить о вступлении в НАТО, пока нет смысла. Второе. Вступление НАТО – это консенсус всех стран. Германия против. Венгрия сейчас против. понятно. Венгрия – это, знаете, на закуску, условно говоря. Там, да? То есть, если Германия против, а они признают, что в 2008 году, когда мы... С Францией. Да, обратите внимание, в 2008 году вопрос о ПДЧ стоял. Так он чуть ли был уже не решен, если бы не Германия и Франция. А в каком состоянии у нас была борьба с коррупцией на тот момент? Что-то у нас было лучше или хуже? Что у нас были наглядовые рады, у нас были антикоррупционные какие-то структуры, которые работали. Нет, почему-то в 2008 году, когда якобы никаких реформ не проходило, да, почему-то мы были готовы к ПДЧ, там, да, а вот сейчас, когда армия у нас на порядок лучше, все-таки с коррупцией как-то получше, по крайней мере, это обращать внимание, а вот сейчас мы не готовы. Хорошо, а что тогда лежит в основе скептицизма и в основе непринятия этого политического решения? Наличие войны с Россией? По НАТО, конечно же, это война с Российской Федерацией, когда они, во-первых, нестабильность границ. То есть, когда наши западные партнеры говорят о том, что в уставе НАТО не написано, что если идет война... Так Байден об этом сказал. Не, это все красиво там, да. Знаете, вот всегда в политике особенно надо смотреть не то, что говорится, а то, что делается. Там, да? То есть, если мы обратим внимание, что ни одна страна в НАТО, которая претендовала, не имела проблем с границами. Почему? Потому что, как вот выступал Болтон, бывший советник Трампа, он четко сказал, что НАТО – это структура, которая направлена на предотвращение войны, на предотвращение, а не вступление в войну. Я вам скажу на простом примере. Там, да, вот теоретически, вот завтра нас принимают в НАТО. Да, российские войска в Крыму – это уже начало войны с Россией или не начало войны с Россией? Простой вопрос. Или стрельба на Донбассе. Это уже весь блок НАТО уже из этой логики они исходят. То есть как это будет, да, допустим, если мы предположим, что Украина вступает в Североатлантический альянс, то есть они оставляют Крым и Донбасс за скобками и говорят, что мы защищаем материковую часть Украины, а вот Крым и Донбасс не входят в коллективную безопасность НАТО, или как это будет? Нет, смотрите. Ну вот какую формулу они найдут? Это вы очень правильный вопрос задаете, очень правильный вопрос. Только в одном случае, если Украина официально откажется от Крыма и от Донбасса. Это никогда не будет.
О, вот так вы отвечаете на вопрос. Поэтому этого никогда не будет, соответственно, вопрос будет подвешен. Почему? Знаете, пример есть одной страны, которая показывает, что почему это не происходит. Грузия. Грузия уже выполнила все критерии НАТО. Они даже референдум провели. Но там есть вопрос, как в Украине, оккупированная Абхазия и оккупированная Южная Осетия. Пане Тарасе, мы вернемся к этой беседе. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Анатолія Романюка, професора, завідувача кафедри політології Львівського національного університету з Львіву. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаємо вас. Сілям алейкум. Добрый вечер. Да, а вот сейчас как раз обсуждаем итоги саммита Украина и ЕС. На ваш взгляд, все же какие-то конкретные месседжи, конкретные результаты по итогам этого саммита мы получили? Или мы услышали исключительно декларативные заявления, которые не несут за собой какой-либо конкретики и конкретных решений действий? Ну, на мою думку, ми маємо і одне, і друге. Тобто, по-перше, традиційно, якщо ми подивимося, це 23-й саміт, якщо ми подивимося на попередні саміти, то за результатами самітів було підведення підсумків, що саміт відбувся. Ми говорили про європейську перспективу України, вона певною мірою, певними словами була підтверджена. Цей саміт, який відбувся, він мав декілька речей, на мою думку, вже конкретних. Тобто розмова від декларації трошки просунулась вперед і значною мірою з боку України. По-перше, ми отримали відкрите небо, про яке ми говоримо вже дуже довго. Тобто фактично 14 років ми постійно чекаємо, коли це буде відкрито. Крім цього, ми отримали ряд угод, які, можливо, не є настільки проривними, але вони є важливими. Це угоди пов'язані з Євроатомом, і це угоди підключення до дослідницьких програм або розширення на Україну дослідницьких програм, і щодо креативних програм, і розмови про те, що ми чекаємо, будемо продовжувати працювати над промисловим безвізом. Тобто, на мою думку, саміт показав, що ми від загальної декларації намагаємось перейти до конкретних речей. І вони певною мірою вже є. З цієї точки зору я вважаю, що саміт був не таким, скажімо, звичайним, який ми можемо зарахувати до всіх попередніх самітів. Вместе с этим, до еще проведения саммита активно педалировался вопрос размещения на территории Украины военно-тренировочного лагеря Европейского Союза. Как вы считаете, какова вероятность того, что такая миссия на территории Украины в ближайшей перспективе появится? Ну, розумієте, і що стосується НАТО, і що стосується Європейського Союзу, Європа дуже так обережно і толерантно дивиться в сторону Росії. Тобто вони роблять свою роботу, але роблять її дуже обережно. Я думаю, що питання цих тренувальних баз, воно є на порядку денному, воно обговорюється, і я думаю, що найближчим часом до нього ще вони повернуться. Але в один кошик все разом вони не захотіли складати. Угу. Дякую вам дуже, пане Анатолію. Чох сагому, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответив на наши вопросы. Анатолій Романюк, професор, завідувач кафедри політології Львівського національного університету з Львіву, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, а я предлагаю перейти к следующим не менее важным новостям. У президента России Владимира Путина допустили восстановление постоянных контактов с США по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, на уровне заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козыка и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. Вот его цитата. Ранее существовал формат обмена мнениями вокруг украинского кризиса. Этот формат работал. Американцы консультировались с немцами, французами и нами. Таким образом, они получали информацию из первых рук и могли сопоставлять позиции об участниках нормандского процесса. В рамках такого обмена мнениями мы не исключаем такие контакты. Как вы в целом оценили визит Нуланд в Москву? Ну, знаете, опять же, я говорю, особенно некоторые действия нынешней американской администрации вызывают некоторое как бы удивление. Так, что вас смутило? Не только, ну, то, что говорится одно, делается совершенно другое. Как бы эти вопросы задаю не только я, это задаю даже в Америке. Как бы этот был вопрос задан, знаете, когда на CNN после встречи Байдена с Путиным вышла, CNN, обычно демократическая партия тяготеет аудитории, задал вопрос,
получил ли все Путин от Байдена все, что хотел. То есть, как бы там мы видим такое, как бы, то есть такие достаточно, ну, например, по Северному потоку позиция. Да, Трамп остановил уже Северный поток, остановил на 1,5 года. Да, де-факто они требовали внедрения санкций. Господин Байден достаточно так толерантно к этому отнесся, мягко говоря, то есть поставив под вопрос безопасности нашей страны. На словах они все поддерживают, на словах все красиво и так далее. Но он спасал отношения Германии. С Германией, которым Трамп набедил. Знаете, это не так рассказывал. Трамп, знаете, тоже по поводу Трампа очень много тоже рассказов. Да? То есть Трамп же задавал, посмотрите, какие вопросы задавал Трамп Германии. Как он четко спрашивал: ребята, скажите, пожалуйста, вот вы хотите сейчас строить трубу, да? Получать деньги газ от Российской Федерации, отправлять туда деньги. А при этом вы потом приходите к нам и просите нас защитить от Российской Федерации. То есть вот как бы вот что его было требование. Там же вопрос, там, они же не выполняют нормативы НАТО относительно финансирования обороны. То есть американцы тянут на себе всю как бы безопасность, а при этом получается как бы, что от России якобы, а деньги при этом они туда платят достаточно большие. То есть вот какая была позиция. Понятно, что Германия защищает свои национальные интересы, в первую очередь. Они хотят получать дешевый газ, чтобы снижать цены для своей промышленности, быть более мощной экономической государством. Никто тут не отрицает эти вопросы. Относительно, как они говорят, потому что это я к вопросу по поводу Нуланд. То, что они сейчас говорят, это одно, посмотрим, что будет дальше. Я просто хотел бы, чтобы мы, украинцы, тоже не питали иллюзий относительно того, что этот мир сидит и ждет для того, чтобы сделать хорошее для Украины. Должна быть активная политика, в том числе. Мы видим, что есть, например, вопросы, то есть Конгресс, например, не так благодушно настроен вообще относительно того, что делает Байден. Они вернули, кстати, санкции по поводу Северного потока в оборонный бюджет. И сейчас требуют от Байдена внедрения санкций по Северному потоку. Серьезных санкций. Не так, знаете, мы снова против России. Это, знаете, не холодно, не жарко. Там вопрос. А вы будете все-таки санкции против немецких компаний, которые будут, например, покупать газ, либо строить, например, по этому консорциуму вводить? Или не будете? То есть там конкретные вопросы. Сейчас, я знаю, республиканцы активно педалируют этот вопрос. Они даже заблокировали назначение на уровне и в Госдеп, и всех остальных, для того, что требуют введения именно санкций, потому что это глубинное государство, которое другое, у них другая позиция. Я думаю, что нам тоже за этим нужно активно следить, активно играть на этих противоречиях, никто нам не запрещает, и не сидеть, и не думать, что за нас что-то сделают в этом случае. Поэтому я осторожно очень отношусь к визиту госпожи Нуланд, тем более, что госпожа Нуланд после встречи тоже с Путиным каким-то таким завуалированным образом тоже начала говорить про Минские соглашения, де-факто в российской интерпретации. Знаете, надо за этим внимательно смотреть, и не стесняться тоже говорить «нет». Знаете, мы не $100 то, что всем нравится, и должны тоже говорить и четко следовать нашему интересу. Дипломатия показала свой класс. Мы все-таки смогли выбить от Байдена, чтобы он не упомянул Минские соглашения, когда приезжал Зеленский. Слова совсем оно не было. Вызвало большое разочарование в Москве, потому что у них есть неприкрытые там лоббисты. Но при этом упоминались Минские соглашения на встрече с Путиным. Вы правильно сказали. После этого был страшный скандал в Соединенных Штатах Америки. Поехала наша делегация, где четко сказали: ребята, мы этого делать не будем. Ничего ж не случилось, солнце не упало на землю, земля не перестала крутиться. Мы просто сказали: нет, мы этого делать не будем, так как даже вы хотите, либо ничего не случилось, и сделали, и что? Ничего. Поэтому защищать свой интерес нужно тоже, и не стесняться даже Соединенных Штатов Америки. Европейцев тем более не стоит стесняться, а защищать на каждом шагу свои интересы в данном случае. Поэтому такая только активная позиция. Я говорю, я хочу посмотреть, что будет дальше. Кстати, по поводу дальше. Песков допускает возможность возобновления такого формата двух переговорщиков США и Германии по аналогии Сурков-Волкер, но сейчас Козак Нуланд. Это не вызывает у вас сомнений относительно того, что опять про Украину будут говорить без Украины? Смотрите, они и так говорят об Украине без Украины. То есть Российская Федерация все-таки хочет уже на
надавить на администрацию Байдена, чтобы они надавили на нашу, принимайте Минские соглашения. Они не оставляют своих попыток, у них, в принципе, ничего не поменялось. Вот, как бы они могут там разговаривать и дальше, как бы, но мы должны четко сказать, опять же, если кто не понял с первого раза, нашим американским коллегам, да, европейским коллегам, ребята, нет. Мы ваши там договорники по России оставляйте по России. Россия нарушает Минские соглашения. Там. Или, если вы хотите что-то делать, первое, что должна Российская Федерация сделать, и ДНР, НЛР, если говорите про Минские соглашения, как жест доброй воли, это отдать Дебальцево, которое было захвачено как раз после Минска-2, напомню, уважаемым нашим коллегам. Если вы до этого добиваетесь, тогда мы о чем-то можно вообще говорить. Второе, это вопрос безопасности. Стрельба не прекратилась. О чем вы говорите? Россия нарушает постоянно. Да, но при этом офис президента Украины и сам президент Украины говорит о необходимости проведения встречи 4 лидеров в нормандском формате и даже предлагал Путину встретиться тет-а-тет. Как вы считаете, в ближайшей перспективе, учитывая нынешнюю международную конъюнктуру и не только, вообще реальна такая встреча или нет? Тут вопрос, что обсуждать. О чем говорить? Да, Путин уже давно, российская администрация выдвинула кучу требований. Да, во-первых, они не хотят обсуждать Крым. Второе, они не хотят обсуждать Донбасс. В формате, что Россия как участник конфликта. Они хотят, что якобы мы там что-то будем наговаривать. Что? Они хотят разговаривать о возобновлении дипломатических отношений, о снятии санкций. То есть в переводе на человеческий. Ребята, мы поубивали у вас, там, только по официальным данным, 15 тысяч человек, да? Украли у вас Крым, проводим репрессии на территории Крыма, да? Творим все, что хотим, давайте все это забудем, и будем что-то обсуждать. Но я не думаю, что Владимир Александрович поедет и обсуждать такие вопросы, потому что если он поедет такое обсуждать, то я думаю, что как бы это будет очень неоднозначно воспринято в Украине, как бы. Поэтому, возможно, где-то там на каких-то в нормандском формате, возможно, там, да, это раз. Тем более, что позиции России мы видим по недавно нашумевшей статье Медведева. Да, кстати, как вы думаете, вот статья Медведева – это ответ Зеленскому? Это ответ, причем, это, знаете, у меня такое впечатление, там уже «Коммерсант», они же написали, да, что оставляем в авторской редакции. Это говорит о том, что это либо сам лично Медведев писал, либо этот. То есть это мы увидели то, что они реально думают, то, что их бесит, в первую очередь. И взбесила Крымская платформа, реально взбесила, как бы не скептично относились многие в Украине. Я считаю, что это был удачный проект. И взбесила Крымская платформа, потому что приехали все члены Евросоюза, приехали все члены НАТО. И если развивать эту тему дальше, это, конечно, они поняли, что все, это как бы разговор не может быть. Вопрос был, кто по рангам, кто приехал. Там, да, понятно, что немцы сразу начали петлять. Я не я, и лошадь не моя. Мы вообще тут как бы только проходили где-то рядом и так далее. Но приехали, по крайней мере, мы увидели, кто наши союзники настоящие. Там, да, мы видим, что у нас хорошие союзнические отношения с двумя странами сейчас в Европе особенно. Понятно, страны Балтии все приехали, Польша и Турция. Турция, надо опираться на эти страны в вопросе деоккупации. Тем более, что в вопросах, например, военно-технического сотрудничества, по удивительному стечению обстоятельств, почему-то у нас с Турцией лучшие отношения. Да, у нас есть прямые поставки беспилотников, строятся фрегаты. Там господин со Львова, коллега, сказал, что там Европейский центр безопасности. Вопрос, зачем? Зачем он нам нужен? У нас лучше Британия, которая уже понятно, что у нас же есть уже такой центр, только он у нас называется в Очакове, например, либо в центре. Кто? Знаете, надо смотреть, а какие военные есть на территории нашей страны. Есть американцы, есть британцы и есть канадцы. Всех остальных у нас что-то нет. Да? И тем более, что Германия открыто сказала, что оружие они нам продавать не будут. Под очень смешным предлогом, что у них какие-то сантименты есть по поводу того, что они вытворяли тут во время Первой мировой, точнее Второй мировой войны. То есть России до 2014 года они продавали, и никаких сентиментов у них не было. Венгрии, нашему потенциальному, кто тоже имеет претензии к нашей стране,
Они сейчас проводят масштабное перевооружение армии на 3 миллиарда евро, чтобы вы понимали. Там идут закупки просто в полный рост. А вот в Украину, оказывается, у них какие-то сантиметры. Ну, ребята, ну это не разговор. То есть Крымская платформа очень сильно их, как господин Медведев сказал, ублюдочная Крымская платформа. Их еще взбесил закон о коренных народах, когда крымские татары были признаны коренным народом Крыма. Это тоже их, он сказал, дебильный он это назвал, ну, цитирую, как бы, ну, это лексика, как бы, бывшего президента. Это говорит что-то от бессилия и злого. То есть они понимают, что вот тут вот не получилось, да, что Украина не действует так, как они хотят. Вот. И в данном случае это говорит об успехах больше Украины. Знаете, как это? Читайте лучше соседние газеты, вы поймете, что, как они оценивают то, что делает Украина. Поэтому успехи есть. А то, что они хотят склонить американцев, чтобы они на нас давили, это понятно. У них есть право спросить, а у нас есть право и обязанность сказать нет. Вот и все. А сейчас, вот недавно, на прошлой неделе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина выбрала для себя, сейчас определила политику создания региональных альянсов. Он упомянул, в частности, Люблинский треугольник, упомянул альянс, который планируется вот с Грузией, с Молдовой, Румынией, Польшей, страны Балтии и так далее, для обеспечения мира и безопасности в Черноморо-Балтийском регионе. Как вы считаете, вот такие региональные альянсы с небольшим количеством участников смогут обеспечить этот баланс сил в Черноморском регионе? Я считаю, это абсолютно правильный ход. Почему? Как бы, если Германия открыто продалась России, то почему, знаете, зачем тянуть то, что не хочет? Да? Тем более, что, знаете, любовь к России обратно пропорциональна от дистанции границы. Да, то есть Польша понимает угрозу, там, да, Польша активно перевооружается, там, да, есть военные силы и альянс как бы понятен. Знаете, это вот к вопросу о НАТО. Если нас не берут в НАТО так, то зайдем с другой стороны. Там, да, вот давайте лучше, знаете, как нам, по мне, лучше военный союз с Турцией, с Польшей, с Румынией, те страны, которые понимают, осознают опасности, готовы воспринимать Украину в качестве союзника военного. Пусть это будет лучше так, чем, знаете, тянуть, знаете, делать вид, что что-то происходит в странах так называемой Старой Европы, это Франция и Германия. Ребята, там все понятно, знаете, что биться головой об глухую стену, тем более, что вот, например, от Турции мы видим конкретные шаги. Не разговоры разговаривать, там, да, мы видим беспилотники, мы видим сейчас совместное производство их на территории Украины, локализация, там, да, вот как бы это разговор, а не знаете что-нибудь, или как немцы открыто признают, что мы не будем продавать оружие. Так вы признаете, что вы военный союзник России де-факто, когда отказ существует от продажи оружия, когда вы нам рассказываете. И второго, сколько немецких солдат есть на нашей территории? Ну, они говорят, что у нас тоже какие-то сантименты есть. Нога немецкого солдата не ступит на территорию Восточной Европы. Ну, такие, знаете, разговоры ни о чем. Поэтому я считаю, что, как бы, знаете, лучше дружить с Турцией и с Польшей, чем, знаете, тянуть с теми людьми. А такие вот союзы, можно, де-факто, это будет вступление в НАТО. Ну, как знаете, вот сейчас вот отношения Турции с Азербайджаном как построены. Там есть военный союз. Я вам хочу де-факто сказать, что де-факто Азербайджан уже в НАТО. Потому что Турция член НАТО. На ее территории, кстати, ядерное оружие расположено. Там, правда, два ключа. Один ключ в Америке, а другой в Турции. Но он есть. Она серьезная региональная сила. То есть на данный момент наши интересы, не знаю, как в будущем, но на данный момент наши интересы совпадают. А как вы думаете, активное военно-техническое сотрудничество Украины и Турции, стратегическое сотрудничество может испортить отношения Турции с Россией? Ну, россиян это бесит, это видно. Они понимают, о чем идет речь. То есть турецкая армия совместно с Азербайджаном, Карабахская война показала превосходство и военного оружия турецкого. Там же активно применялось и те же байкайтары, которые
были и тактика. Ну, я уверен, что там тоже не без помощи именно Турции было. Да, но там Россия активно не включалась за Армению. Подождите, что значит не включалась? Все они включались, там Искандеры запускались, как бы все включались. Тут вопрос в том, что такое армянская армия, например, была это слепок российской армии. Ну, это то же самое, что российская армия, ну, только меньше там, да? А почему не включались? Как бы, знаете, как бы тут вопрос, а почему не включались там, да? А потому что понимали, что проиграют. А так можно сказать, что вот, мы такие были страшные, что ай-яй-яй, вот мы не уступались, они Искандеры запускали. Они, правда, не все долетали по каким-то причинам. И показали, что насколько в техническом отношении российская армия, то есть армянская армия, а это слепок, она отстала в действительности от российской армии. Там сплошные понты и блеф. Поэтому их в действительности то, что происходит в военно-техническое сотрудничество, их сильно очень беспокоит. А у нас есть собственные тоже разработки беспилотников. Кстати, не хуже Байконура, потому что Байконур, ну, как мне говорили военные, у него есть ограничения, он в облаках не может. Так, там, если какие-то там ограничения. Но вот у нас есть тоже, вот КБ Луч тоже аналог уже создала, как бы, то есть развивать ракетное вооружение и все остальное. И это, конечно, сильно бесит Россию. Но как вы думаете, увеличение парков турецких байрактаров на нашей территории в дальнейшем может вот стать такой палочкой-выручалочкой Украины на Нет, фронте? смотрите, нам еще надо еще много решать вопросов. В первую очередь, у Украины проблемы у нас нет противоракетного, если ПВО, то есть противовоздушная оборона, у нас более-менее какая-то есть, там еще советская, модернизированная, и так далее. У нас вопрос противоракетным вооружением. Поэтому говорят об острой необходимости американских «Патриот». Ну, смотрите, «Патриоты» — это одна история. Там возможен аналог, это «Железный купол», который вот израильская совместная разработка, которую даже сейчас закупает даже Саудовская Аравия, которая до недавнего времени Израиль вообще даже не признавала как государство. То есть настолько уже припекло, им нужно поставить себе «Железный купол», там, да, то есть, потому что у них там отдельная история с Йеменом. То есть мы говорим о том, что это в теории возможно, но это более вероятно, потому что, ну, по моей информации, сейчас там какая-то система «Железный купол», ну, просто США не нужна. У них как бы свои системы, и как бы они немного несовместимы с их системой противовоздушной обороны. Вы думаете, они могут нам передать? Посмотрим. Опять же, знаете, я вот от администрации демократов, не от Обамы и Байдена, пока ни одного летального оружия на территории Украины не увидел. Были сплошные разговоры. А получили мы оружие только у Джавелина. Джавелины же когда пришли? При Трампе пришли. Там купили, где-то дали, но получились. Главный факт был, там, да, что оружие будет. Это же главный символический факт. Вот, как бы тут вопрос решать с противовоздушной и противоракетной обороной, потому что у нас сложности, потому что в России есть там ракеты «Калибр», которые аналог «Томагавка», да, ну, близкие к ним. Есть, которые с кораблей могут запускаться, есть «Искандеры» те же. Вот у нас вопрос, это глобальный вопрос. А байрактары, они могут использоваться в качестве наступательного вооружения. Могут. Это показал пример войны в Карабахе. Вот про Соединенные Штаты Америки, буквально 2-3 минуты до завершения нашего эфира. С чем вы связываете такую политику администрации Джозефа Байдена? Потому что тот, когда во время своей предвыборной кампании говорил о том, что Украина будет для него приоритетом во внешней политике. Но, как мы видим, действия от слов, к сожалению, отличаются. И вот американские аналитики, в частности те, которые включаются к нам в эфир, говорят о том, что в администрации Байдена есть два крыла. Крыло, поддерживаемое Керри, да, и крыло Блинкен, Остин, которые за... Это пророссийские. Керри пророссийские, и Блинкен, Остин, те, которые вот педалируют вопрос помощи Украины и более жестко. Да, и госпожа Нуланд тоже под вопросом, потому что она вроде бы как бы в курсе, но так как бы, то есть было вот там, например, слушание в Конгрессе, ее же тоже там как бы начали активно. Я вообще так интересно, кстати, смотреть слушания в Конгрессе, как знаете, просто республиканцы, особенно Блинкена, просто там, ну, как бы, ну, ты видишь уровень культуры, там просто за каждый шаг, за каждый, что с Северным потоком, почему вы это делаете, почему, то есть, этот бледный сидит, начинает там что-то объяснять, как ИНУН, как бы надо этим пользоваться, и ничего страшного в этом нет, и пользоваться, как бы, в момент, как бы, мы должны исходить из простых вещей. Наша задача обеспечить сейчас выживаемость государства, обеспечение ее обороноспособности. То есть для этого нам нужно в первую очередь модернизация нашей армии. Не НАТО нам нужно.
не НАТО, это, знаете, биться головой об стенку. Не надо требовать от Соединенных Штатов НАТО, но не может США организовать нам НАТО, потому что НАТО все консенсусом определяются. Там, да? Вот. А у России достаточно денег, чтобы купить, если уже не Германию они уже купили, чтобы какую-то там страну купить, ну, предположим, Венгрию, которая заблокирует весь процесс раз и навсегда. Забудьте, нам ПДЧ не дадут, ну просто не дадут. А вот оружие, модернизацию, это можно организовать. Там, да? Если не напрямую через американцев, ну давайте через Турцию зайдем. Кто вам сказал, что так невозможно сделать? Хотя у них тоже, кстати, не совсем тоже простые отношения. Там, да? Поэтому как бы через Польшу давайте. Ну как бы не надо тут, главное, не сидеть сложа руки, а продвигать свой интерес и меньше, знаете, питать иллюзии. Там, да? То есть дело НАТО, это, знаете, это как бы, ну, может быть, дай бог, это через 10 лет вообще может быть этот вопрос поднят. Опять же, при условии, если у нас будет достигнута целостность нашего государства. То есть без деоккупации Крыма я, к сожалению, не верю, что НАТО нас примут, потому что это наша территория. То есть это по-другому просто не получается. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чухсалому, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Тарас Загородній, політолог, керівний партнер національної антикризової групи, був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке, а после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Бугунь» Айдар Муждабаев. Не пропустите. Коршкинч.